Рики и петля времени. Теплым вечером, когда листья шептались о прожитом дне, а светлячки танцевали в воздухе, кролик Тимми устроился у своего любимого пня. Он достал из глубокого кармана пальто маленький колокольчик, на котором была загадочная надпись. «Этот колокольчик непростой», — сказал Тимми, прищурившись через пенсне. «Если в него позвонить, день начнет повторяться. Но однажды один щенок по имени Рик узнал, что все не так просто. Хочешь услышать, как это было?» — улыбнулся Тимми. «Слушай». В один обычный день маленький пес по имени Рик гулял по лесу. Он внимательно принюхивался ко всему вокруг, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц. И вот у подножия старой березы что-то блестело на солнце. Рик подошел ближе и увидел маленький колокольчик, тускло поблескивающий в траве. На ручке была надпись «Звони, если день особенно хороший». «А что будет, если позвонить?» — пробормотал Рик и, не раздумывая, зазвенел колокольчиком. В ту же секунду все вокруг задрожало. Листья на деревьях словно качнулись назад, облако, которое только что уплыло за горизонт, мягко вернулось и спряталось за верхушками елок. Мир покачнулся, на мгновение погрузился во тьму, а потом Рик оказался у себя дома, на своей любимой мягкой подстилке. Было снова утро. Пение птиц за окном, знакомые звуки, косточка, которую он получил утром, воробьи на подоконнике, соседская собака Элька, выбегающая во двор. «Да это же повторный день!» — воскликнул Рик. Он прыгал и смеялся от радости. Теперь каждый день он мог грызть косточку, гулять в солнечный день, гоняться за бабочками и играть во дворе с Элькой. Он сгрыз косточку второй, третий, пятый раз, с каждым разом чуть быстрее. Но на пятый день все стало как-то одинаково. На 10-й — скучно. На 12-й он решил закопать косточку во дворе. «Элька», — сказал он однажды подруге, — «каждый день одно и то же». «Ты пробовал сделать что-то совсем по-другому?» — спросила она. «Я закопал косточку», — ответил Рик. «Я имела в виду для кого-то другого», — улыбнулась Элька. На 13-й день Рик проснулся. Было тоже солнечное утро, и та же косточка лежала возле его подстилки. Все казалось скучным и неинтересным. И вдруг он заметил воробья на подоконнике. Все эти дни он не обращал на него внимания. Рик подошел ближе и увидел, что крыло воробья было запутано в тонкой нитке, и он не мог летать. «Подожди», — сказал Рик, и осторожно зубами снял нитку. Воробей издал радостный звук в знак благодарности и взмыл в небо. И тут Рик почувствовал, что сделал что-то настоящее, не для себя, а для другого. Вокруг все слегка дрогнуло, но иначе, чем раньше. Свет изменился, облако на небе поплыло по новому пути, а косточки на месте не было. «Постой», — прошептал Рик, — «это уже не тот же день». Он выбежал во двор. Элька смотрела на него удивленно, будто видела впервые. А в небе появилась новая бабочка, такая, которой раньше не было. И Рик понял. Волшебный день — это не тот, что повторяется, а тот, в котором ты сделал что-то хорошее для другого. Кролик Тимми замолчал. Колокольчик в его лапах больше не звенел, а тихо поблескивал. Он положил его обратно в карман и ласково улыбнулся. Каждый день волшебный, и пусть он никогда не повторяется. Где-то в темноте тихонько задрожал светлячок, а ночь бережно укрыла мир новым, еще не рассказанным утром. Если захочешь повторить день, вспомни, что ты можешь сделать его новым. А если тебе понравилась эта история, подписывайся. У нас в кармане у Тимми еще много волшебных сказок.